Говорящее название, знакомые правила и приятные подарки. Третий этап экологической акции «Спаси Грута» стартовал. На этот раз участники, учащиеся 4-й Кантышевской школы. Проигрывать тут никто не собирается. В числе одних из самых активных ученики 6 А класса. Мы сейчас собираем макулатуру, чтобы не убивать природу и чтобы перерабатывать всю бумагу. Сколько вы уже собрали? И ты сама? Я сама собрала ровно 7 килограмм и 3 грамма. Еще плюс 3 книжки. То, что больше принесла наша одноклассница, 37 килограмм. Не меньше принес и 4 А класс. Старые газеты и журналы, книги, картон. В ход пошла вся ненужная домашняя бумага. Назир Акиев трудился вместе с одноклассниками. Он понимает, насколько важен сбор макулатуры. Здесь есть окружающий мир 1 класса. Из-за того, что он был весь изрисованный, сожженный, сломан, из-за этого его пришлось отдать нам эту макулатуру. Из этого окружающего мира смогут сделать новый и лучший. Я всего принес 2 мешка. Может, они тяжелые, потому что ты туда камни положил? Нет, я могу это и доказать, потому что здесь одна чистейшая бумага, больше ничего. Можно посмотреть. Действительно, жульничать здесь не получится, все проверяется. Акцию проводит Комитет по делам молодежи совместно с региональным Минприроды. Цель проекта не просто собрать бумагу, а повысить экологическую грамотность подростков и привить культуру раздельного сбора мусора в игровой форме. Цикл у нас состоит из 3 конкурсов: октябрь, ноябрь, декабрь. У нас по одному конкурсу будет проходить ориентировочно от 8 школ, а так, в принципе, в заявках у нас будет 9-10, которые участвуют, как правило, в одном из конкурсов. Более того, часть из вырученных средств пойдет на канцелярские принадлежности для детей из Токмакского района Запорожской области. Республиканская акция с говорящим названием «Спаси Грута» стартовала еще в 2018 году. Правила просты. Прежде чем принести свой макулатурный запас, следует убедиться, что от бумаги отделены все лишние предметы, то есть металлические скрепки, пружины, скотчи. Эти акции очень помогают, потому что не так просто создавать бумагу, создавать тетради. Все это для образования тоже трудно создавать. И деревья же все срубать нельзя. И вот такая переработка помогает сэкономить. Я очень рада, что объявили такой конкурс, мы объединились всем классом, чтобы мы выиграли и поехали вместе на каток. Цифры и вправду впечатляющие. Вся собранная макулатура отправится на переработку в город Краснодар на спецзавод. Кстати, настал кульминационный момент. Время взвешивать. 27,4. Учителя признаются, им удалось достичь такого результата благодаря общим усилиям. А так как юные экологи не до конца осознают всю значимость акций, с ребятами ежедневно проводят беседы на тему важности вторичной переработки. Хотелось бы сказать спасибо организаторам этого конкурса и в дальнейшем будем участвовать активно в этом конкурсе. Раньше принимали участие? Нет, это 1 раз. Надеюсь, мы справились с нашей заданием, с нашей миссией. Будем активно еще раз участвовать в дальнейшем. Сегодня переработка 1 тонны макулатуры спасает 10 деревьев, сэкономит 20 тысяч литров воды, 1000 киловатт электроэнергии. Итоги конкурса подведут до конца этого года. Хава Гагиева, Султан Магушков. Новости 24.